Знову добрий вечір. Бугюн в ефірі. Це сьогодні вечірній прайм на каналі АТЕР. Я Оксана Денисова. Цей блог я веду сама, але у мене в студії є гостя. Це Гатя Деканоїдзе, очільниця Національної поліції України у 2015-2016 роках. Добрий вечір. Добрий вечір. Спасибо за приглашення. Дякую, що прийшли. Почнемо мабуть, спочатку, з кінця, мабуть, почнемо, тому що я так розумію, що після того, як ви пішли у відставку з посади очільниці Нацполіції, ви дуже рідко буваєте в Україні. Я так розумію, що ви здебільшого в Тбілісі. Нет, не редко. Во-первых, мне приходится очень много путешествовать, потому что у меня есть консалтинг, который во многих странах мира, это раз. Но в Украине я очень часто бываю. Почему? Потому что, во-первых, здесь мой как-то второй дом, который у меня где-то уже 2 года. У меня очень много здесь друзей, и неправительственная даже организация, которую мы с моими друзьями сделали где-то 3 месяца тому назад, и у нас мы собираемся какие-то маленькие социальные проекты сделать, так что да, я бываю здесь часто, но и, конечно, тоже в Тбилиси очень часто мне приходится. Во-первых, потому что у меня там семья, родители, сын, который там учится. Еще после отставки у меня появилась как-то возможность тоже вернуться в грузинскую политику. Почему? Я думаю, что это очень важно. Важно, потому что, во-первых, в Грузии очень усиливаются прорусские настроения. Почему? Потому что сейчас во главе грузинского правительства сидит прорусский олигарх, который неформально правит страной. И, честно говоря, для меня, я думаю, что это важно не только для грузинского народа, то и для Украины. Почему? Потому что судьбы Грузии и Украины очень переплетены. И у нас, я думаю, что если мы должны очень сильно постараться для того, чтобы реально вырваться от влияния, которое на нас старається, оказується, Путін. У мене якраз було питання, але воно стосувалося того, чи ви не плануєте продовжити кар'єру в українській політиці. Вже я почула на нього відповідь, ви збираєтеся продовжити кар'єру в грузинській політиці. Нет, я уже неоднократно сказала, что я не собираюсь в украинскую политику. Честно говоря, конечно, были предложения. Но я думаю, что сейчас очень важно реально бороться против таких настроений, прорусских настроений, которые усиливаются уже правящей партией, грузинской правящей партией. Честно говоря, вы знаете, как это сказать, мое детство проходило через 2 войны с Россией. Вы знаете, когда была оккупация и Абхазии, когда была оккупация Цхинвальского региона, это Южной Осетии, это в начале 90-х. Еще 2008-го, когда у нас была война, это война, уже полномасштабная война с российским оккупантом. И, честно, для меня это... И потом уже в Украине, когда мы 2008-го уже кричали очень много, что реально после Грузии Путин пойдет в Украине. Почему? Потому что для него успешная Грузия, успешная Украина, это смертельно, понимаете? Да, это смертельно. Так что такое случилось. Сейчас у нас тоже война, которой наши ребята-герои реально останавливают агрессоров. У нас оккупирован Крым. И я думаю, что реально бороться против агрессоров, против Путина, это является очень важным принципом в моей жизни, понимаете? Так что я решила так. Але ви сказали, що у вас були пропозиції з боку українських політиків. Я так розумію, що команда Михайла Саакашвили пропонувала вам продовжувати кар'єру політичну. Вы знаете, все думали, что после того, как была моя отставка, понимаете, это в ноябре 2016 года, и все думали, что я обязательно останусь в украинскую политику, да? Наверное, это какой-то сценарий. Там люди, которые уходят с посады, они остаются в политике. Но я решила, да. Но вы знаете, я родилась в Грузии, я выросла в Грузии, и Грузия для меня не чужая страна. И я все равно думаю, что работать для обеих страны
Почему? Потому что когда я приехала в Украину, и я была первой главой национальной полиции Украины, конечно, Украина я представляла и Грузию, да, и мой народ тоже. Так что для меня это было очень принципиально и очень, очень ответственно, да. Так что вот я так решила, я думаю, что это правильное решение. Але ж ви у Грузії теж починали кар'єру в команді Міхайла Саакашвілі, коли він був президентом. Там, я так розумію, що стосовно певних людей досі кримінальні переслідування тривають. У вас сидить, по-моєму, в тюрмі міністр внутрішніх справ колишній, так? Там зараз при цьому уряді. Знаєте, Ви да. відчуваєте якусь небезпеку? Чи не небезпечно це перебувати вам там, як члена команди Міхайла Саакашвілі? Вы знаете, да, политическое преследование, конечно, они начались с 2012 года, когда грузинская мечта пришла во власти. А политическое преследование против членов нашей команды, которые реально сделали очень много для грузинского правительства, грузинского государства. Вы знаете, до революции РОС, и вы это очень хорошо знаете, до революции РОС в Грузии часто очень вспоминали как failed state, да, это страна, которая не состоялась. Почему? Потому что там была великая коррупция, там было богато коррумпированных людей, там все государственные структуры, начиная с полиции, заканчивая, например, с судебной системой, было очень коррумпировано. И вот после революции РОС, когда уже народ реально вот ополчился против коррупции, против вот такого режима, то потом уже как бы строительство государства пошло абсолютно в другое русло. Да. И, честно говоря, уже в 2008, по-моему, 2007 или 2008, вот Грузия занимала очень почетное место вот, во всех индексах там, Всемирного банка и так далее, и так далее. И, честно говоря, вот после 2012-го, когда у нас были выборы, и когда реально вот грузинская мечта во главе с прорусским олигархом, вы знаете, что Иванишвили реально он является там акционером «Газпрома», и он все свое состояние... У нас его называют грузинский Ренат Ахметов. Да, он все свое состояние реально как бы накопил в России, честно говоря, в Российской Федерации. Вы знаете, что там без Путина накапливать такое состояние, конечно, невозможно. Так что он со своей коалицией пришел во власть, и, конечно, первая задача, которая у него была, это как бы вот политически преследовать тех людей, которые реально построили современное грузинское правительство. Да, министр внутренних дел, который реально вот очень много сделал для современной грузинской полиции, как государственного института, он до сих пор в тюрьме, тоже министр обороны, тоже. Это очень многие активисты нашей партии, очень многие люди, простые люди, которых вот до сих пор таскают под допросом, и до сих пор как бы им прокуратура предъявляет какие-то обвинения. Несмотря на то, что есть такое давление, несмотря на то, что там моя семья тоже как бы проходила через очень многое, да, несмотря на то, что всех моих родственников выгнали с работы и так далее, я никогда не боялась возвращаться или вернуться в мою страну, где я родилась, потому что, опять-таки же, вы знаете, есть один девиз, который для меня всегда очень важно, что бороться всегда имеет смысл, понимаете, так? И, честно говоря, вот если бы люди боялись чего-то и боялись как бы русских агрессоров и прорусского правительства, то тогда да, мы должны перестать все делать. Так что ни в коем случае, я с моими друзьями сделаю все для того, чтобы Грузия опять процветала и для того, чтобы никогда не вернулась на российскую орбиту. Зараз ви тиск відчуваєте, ви чи ваша родина, після вашого повернення з України глобально? Вы знаете, я не исключаю. Вы знаете, что были репрессионные моменты против моего сына, у которого вот сейчас исполнилось 18 лет. Я ничего не исключаю, потому что, вы знаете, вот принцип, такой олигархический принцип, это неформального лидера. Вы знаете, что он никакую должность в Грузии не занимает. Я про олигарха, да? Принцип вот такое мышление, олигархическое мышление, это такое, что они как бы действуют не современными демократическими методами, но они как бы действуют политическими репрессиями. И при этом как бы выполняют свой долг перед нашим врагом. Так что я ничего не исключаю, но в то же время я думаю, что
Если мы будем бороться и биться очень серьезно, я это имею в виду то и в Украине, и в Грузии, то мы должны достигнуть самую первую цель, и это значит, что наши страны должны вернуться в цивилизованные ряды тех государств, которые там составляют общие такие, общую цивилизацию, да, на Западе, так что в европейскую семью. Так что, чесно говоря, страх – это не для мене. Зрозуміло. Ну, значить, ми визначилися. Ви зараз опозиційний грузинський політик. А тоді повернемося до вашої кар'єри в Україні. От ви сказали, я не даремно питала вас про тиск, чи відчуваєте ви зараз в Грузії його, так? Тому що голова Нацполіції в Україні, як ви розумієте, це людина, ви, думаю, прекрасно знаєте, яка постійно відчуває на собі політичний тиск, так? Це може бути тиск з боку міністра, може адміністрація президента, ну, тобто це така посада просто, так воно буває. Ви відчували тиск на собі під час роботи в Україні в національній поліції? Вы знаете, да, я неоднократно отвечала на цей вопрос. Да. В первую очередь мы должны сказать, что для того, чтобы построить идеальное государство, в первую очередь мы должны построить идеальные государственные институты. А для того, чтобы было доверие до государственных институтов, то должно быть полное доверие, например, к власти вот от людей, от граждан, обычных граждан, которых, к сожалению, приходится не очень хорошо жить в нашей стране. Честно говоря, да, полиция, национальная полиция, которая была создана 2015-го, вы знаете, это 5 ноября, в августе был подписан президентом закон о нацполиции, это очень молодой очень государственный институт, который вот сейчас проходит путь становления. И, честно говоря, вот год, который мы прошли вместе с моими друзьями и коллегами, с моей командой, был, конечно, очень трудным. Да? Конечно, трудным. Почему? Потому что, с одной стороны, мы строили государственный институт, который... И, честно говоря, это был какой-то не переходной период, например, с милицией и полицией, а это был реально как бы вот путь становления. Я очень не люблю, да, вот это период, там, когда называют переходным периодом. Почему? Потому что, например, особенно после Майдана в нашей стране было очень важно построить такой государственный институт, полицию, правоохранительный орган, который бы имел очень большой кредит, не только кредит, но и очень большое доверие. Мы сумели, я не говорю, что это было 100% удачные как бы все вот направления, потому что в течение года это невозможно, особенно в большой стране, но мы сумели, когда доверие, например, милиции было где-то 3-4%, а доверие как бы нацполиции потом уже выросло очень серьезно. Где-то около, сейчас, по-моему, они колеблются где-то там в 40%, да? Раніше було 60, що початково, коли після запуску Нацполіції, это после запуска патрульной полиции, когда вот, да, был очень серьезный кредит доверия. Но, честно говоря, и вы знаете, вот что важно? Важно не то, кто будет главой Нацполиции, например. Важно не то, там, отдельные, какие люди там будут работать. Важно не то, там, кто будет там отдельный человек, там, кто будет кировать, например, расследованием и так далее. Очень важно, чтобы мы понимали, что мы должны создать такой институт, государственный институт, который, несмотря на то, кто там будет главой нацполиции, там, я не знаю, Деканоидзе, Князев или другие люди, чтобы этот институт работал сглаженно, синхронно с другими правоохранительными структурами. И несмотря на то, кто там будет, чтобы реально вот построить не только фундамент, но и как бы вот реально перестраивать всю свою как бы работу на сервис. Сервис людям. Почему? Потому что полиция служит народу Украины. Это очень важно. Честно говоря, вы знаете, дело политиков это всегда как бы стараться повлиять на правоохранительные органы. Да? Это дело политиков, честно говоря. Я не представляла политику, когда, конечно, как главы нацполиции, но дело керівника правоохранительного органа это всегда как бы стать стеной между полицией или между другой государственных органов и между политикой. Да, это очень важно. Если я скажу, что там нам это удалось как бы 100%, может быть, не удалось.
Но я должна сказать обязательно, что это должно быть финальным результатом работы и реформирования, которые реально вот, должны доделывать те люди, которые сейчас там остались. Ну, работать. до фінального результату там ще далеко, це вже можна ще років на 100, по-моєму, я не розтягнути. думаю, я не думаю. Вы знаете, несколько недель тому назад я присутствовала на каком-то форуме, международном форуме, и там были представители разных государственных органов с разных стран бывшего Советского Союза. И кто-то сказал, по-моему, что, вы знаете, вот как-то коррупция у нас в крови, так что другого как бы режима работы мы не знаем. Это неправильно, это неправильно. И тоже неправильно, когда все люди говорят, и кто-то там сеет очень большой нигилизм и фрустрацию, да, среди людей, что это далеко, это невозможно сделать. Все возможно сделать, все возможно, как бы, реформы, я не очень люблю это слово, потому что они уже как-то потеряли свою... важность, но все возможно. Возможно, если до этого, если будет политическая воля, возможно, если будет синхронная работа правоохранительной системы, потому что только реформировать полицию и не доделывать и не реформировать судебную систему, тоже обвинение, например, систему обвинений там, прокуратуры, этого невозможно. Вы помните, наверное, сколько у нас было случаев, когда прокуратура возбуждала дело против патрульных полицейских, да, сколько у нас было такой случай. Вы помните, наверное, как было случай с Олейником, когда первый раз патрульные использовали огнестрельное оружие, и после этого до сих пор вот такое внимание до офицера Олейника. Но впервые после вот этого случая, я хочу сказать, что впервые люди вышли захищати правоохранительний орган в Україні. Так, і вперше після цього випадку відкрилася дискусія щодо презумпції правоти поліцейського. З одного боку є Олійник, який, ну, це, знову ж таки, я так дуже суб'єктивно зараз говорю, судячи з тої інформації, що я читала, що я знаю. З одного боку є Олійник, який мав на це право. З іншого боку є в Кривому озері приклад, коли поліцейські насмерть забили людину. Тому в нашому суспільстві був грандіозний скандал і грандіозна дискусія з того приводу, чи потрібно надавати поліцейському презумпцію правоти. Можно два слова, да. В первую очередь, презумпция правоты полицейского, конечно, это не было отдельным законом. Это были какие-то, просто так называли его, как бы, это были изменения в законодательстве, которая прежде всего защищала как бы права человека. И для того, чтобы, конечно, для того, чтобы полиция эффективно работала, мы ни в коем случае не думали, чтобы реально ущемлять права человека и ущемлять как бы права наших граждан, которые очень аккуратно и сенситивно всегда слушают и наблюдают за работой полиции. Вы знаете, полиция такой орган, государственный институт, который всегда на виду, да, потому что человек, который представляет государство и закон в форме, и человек это всегда на виду, потому что там где-то около 80% нашего населения реально имеет какую-то коммуникацию с полицией, да. Почему? Потому что, ну, полицейский помогает, полицейский расследует, полицейский выезжает на первый вызов, полицейский патрулирует, и просто обстоятельства, когда полиция не только популярна, но и на виду всегда. Вы очень правильно сказали, что было нашей главной целью. Нашей главной целью было, конечно, защищать тех полицейских, которые были правы и выполняли свою задачу правильно и ответственно, и честно, очень важно. И, конечно, наша задача была, чтобы полиция была транспарентной и абсолютно прозрачной, чтобы система сама себя не прикрывала тех людей, которые сама себя не прикрывала и не защищала тех людей, которые были виновны. Например, как Кривое озеро. Вы помните нашу реакцию, да, мою реакцию? Я поехала туда, мой заместитель там, я не знаю, там жил несколько недель. Мы расследовали вместе с прокуратурой, мы никого не прикрывали. И, честно, мы сказали, что, ребята, если мы не правы, и, вы знаете, структура очень большая, 115 тысяч человек, и сразу всех выгнать и новых принять, это же невозможно. Коли праві підтримуємо, коли неправі констатуємо і караємо, правильно? Вы знаете, полицейские, которые выполняют, опять подчеркиваю, свою работу честно,
ответственно, с ответственностью, и который знает, почему он защищает закон, и куда он или она пришли работать. Такие полицейские должны всегда почувствовать, что за ними государство. Государство не только там с открытыми там заявлениями, но государство, когда государство выплачивает нормальную работу, выплачивает там нормальную социальную страховку, дает форму, машину. Когда машина бьется, и в машине везде бьются, то чинит и так далее, и так далее. Это мотивирует полицейского, и когда, конечно, общество тоже защищает нормального копа, там, человека, да, поліцейського, то, звісно, це теж мотивує. Я хотіла би повернутися до вашої кар'єри. Тобто ви, по-перше, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що зробили максимум на посади з того, що могли на посади голови Нацполіції? І друге, я так розумію, що все-таки, що вам створили такі умови, через які ви пішли, що ви не самі написали заяву, про те, що не писали ви самі, але ж кожній людині можна створити такі умови, що вона просто не змогла працювати і написала заяву. Первое, вы знаете, в первую очередь мы сделали очень много. Сейчас, во время, когда я сделала заявление об отставке, я там перечисливала, да, до этого у нас тоже была итоговая пресс-конференция, там годовщина была нацполиции. Закончили там запуск патрульной полиции, сделали очень черное и очень-очень важное дело, это переаттестация полицейских, ну, милиционеров полицейских. Вы знаете, было очень много дискуссий об этом, да, было там две стороны. Сторона, которая мне говорила и критиковала очень сильно, что вы всех выгнали, никого не осталось, что вы делаете, там, разрушили систему и так далее, и так далее. И которые были недовольны. И вторая сторона, которая нам говорила, что вы недостаточно людей выгнали, вы недостаточно людей оставили за бортом, и смотрите, что происходит. Происходят такие вещи, которые реально там как Кривое озеро. А никто же не знал, конечно, почему? Потому что я об этом говорила, что в Кривое озеро один из полицейских, который реально был замечен в ужасном проступке, восстановился через судебную систему. Вы знаете, найти золотую середину, конечно, было невозможно. Почему? Потому что в первую очередь мы должны были действовать так, чтобы было бы доверие, да, это называется credibility. Почему? Потому что мы же не могли сделать так, Путин сделал, например, создать национальную полицию и всех милиционеров в один день как бы переназначить в полицейские. Все-таки я думаю, что это было очень... Ну, не думаю, я уверена, вважаєте, что это было... в переаттестації були провали? Вы знаете, это не было идеальной системы, конечно. Например, мы где-то уволили около 6 тысяч человек. Конечно, они очень большая, там, какая-то часть потом уже через судебную систему возвращалась, особенно в областях. Но еще переаттестация уже была как бы первый шаг, когда мы нашли нормальных людей и повысили в должность. Да? Это было очень хорошим, важным шагом, когда гражданское общество и полицейские вместе хорошо работали. И это было очень важным процессом, когда каждый правоохранитель просто почувствовал, что неприкасаемых не бывает. Понимаете? И это было, я думаю, что это было очень такое, ну, жестко, но, честно говоря, не идеальным процессом, но мы не живем в идеальное общество, да, и я всегда говорила, что, смотрите, я и мы, как бы наша команда, эту как бы полицейских, этих милиционеров, этих людей как бы не нашли на Марсе, на другой планете. Это часть нашего общества, потому что полиция — это часть общества, где мы живем и где мы развиваемся. И часть страны, где мы живем, развиваемся. И в нашей стране далеко отнюдь не все идеально. Так что мы поэтому все делали, чтобы построить идеальные процессы. Зрозуміло. Переходимо прямо в режим бліцу. Скажіть чесно, ви самі писали заяву про відставку, Да, чи вас змусили? Ні, конечно, вам створили такі умови, що ви не могли працювати? Я сама писала заявление. Почему? Потому что я обещала то, что обещала, я сделала. И, честно говоря, я думаю, что мы создали очень хорошую платформу для развития уже национальной полиции и для дальнейшего реформирования. Ви спілкуєтеся зараз? Чи маєте зв'язок з міністром Аваковим? Чи, може, ви знаєте, чи з Князєвим? Ви в курсі, як тривають реформи? Вы знаете, нет. Вот я, честно говоря, не знаю. Очень мало знаю. То есть то, что есть, например, там в СМИ, да, и в соцсетях про полицию, потому что это будет некорректно, если я буду интересоваться какими-то делами.
внутренними делами, конечно, но единственное, я очень надеюсь, что полиция, и я очень сильно болею за украинскую полицию, честно говоря, потому что я отдала очень-очень важный год в моей жизни и очень большую энергию, и всегда буду болеть за украинскую полицию, не за конкретных людей, но за украинскую полицию. Всегда буду болеть за людей, честных людей, которые там работают. Конечно, у меня там остались очень много друзей, и всегда буду болеть за людей, которые реально хотят что-то сделать для украинскую полицию. Я всегда буду большим фанатом. У вас два паспорта зараз, украинское и Я громадянство? сейчас получила, да, грузинское гражданство. Вы знаете, меня очень украинского часто... вышли? Вы знаете, меня очень часто обвиняли, что когда я была на посаде главы нацполиции, у меня был другой паспорт. Ни в коем случае. У меня отняли грузинское гражданство. Но для того, чтобы вернуться реально в грузинскую политику, да, я прошла все процедуры, и президент Грузии как бы дал мне грузинское гражданство. И что касается моего украинского гражданства, вы знаете, конечно, я поступлю как закон вещит, но всегда я буду благодарна этой стране. Я так зрозуміла, що ви збираєтеся, ну це по закону так вийти з українського громадянства. І ще хотіла вас спитати, одна тема, нещодавно ви видавали коментар з приводу вбивства Павла Шеремета, Ані Бабінець, Слідство інфо. Я підготувала це відео, оскільки у нас мало часу залишається. Я бачила, да. Да, ви бачили, да? І я теж його бачила, і чесно вам скажу, Хаті, мені здалося, що ви або не володієте інформацією, або підзабули, або ну якось ви невпевнено виглядали. Тобто журналісти вам кажуть, ми знайшли свідка, а ви кажете, ну якщо знайшли, то допитали. Тобто ви не знали про існування цього свідка. Я просто не можу зрозуміти, що ви, ну, чому ви так відповідали якось відсторонено від цього? Вы знаете, давайте честно скажем, что часть информации, которую дали журналисты, конечно, это была тоже новая информация для меня. Я так понимаю, что это была еще новая информация для нацполиции тоже и для других служб, которые потом появилась информация, что они собирают следственную группу реально для того, чтобы допросить журналистов. Я очень благодарна за работу журналистов. Почему? Потому что они проделали огромную работу. Это раз. А второе, глава полиции не процессуальное лицо, понимаете? И глава полиции сама не может просмотреть там несколько, я не знаю, несколько терабайтов информации, которая там есть. Да? Для этого существовала следственная группа. Можно сказать, да, вы знаете, что указом и приказом, или как это, президента была створена оперативная группа, в которую входили и Генеральная прокуратура, ну, следователи нацполиции, оперативники нацполиции, Генеральная прокуратура и представители СБУ. Да? Это не было как бы вот отдельная группа, которая была в нацполиции. Честно говоря, наши оперативники проделали огромную работу. То, что, конечно, они мне докладывали про работу, которую они проделали, там допит людей, свидетелей, просмотры видео и так далее. Но оказалось, что журналисты как бы нашли больше информацию. Конечно, я хочу сказать и могу сказать, что это какой-то маленький прокол такой в расследовании, да? Но вы знаете, что следствие как бы и кирует следствием Генеральная прокуратура. А Генеральная прокуратура, это по процессу, это по кодексу, который у нас есть. И Генеральная прокуратура, которая дает направление, например, по следственным вопросам, куда идти. Так что и то же самое они сказали, что человек, который там стоял, нашли журналисты, тоже их будут как бы допрашивать. Я не знаю, какие итоги. Я допитала, це колишній співробітник СБУ. СБУ каже, що він колишній, то його вже або 15 числа мають допитати. Его должны были допрашивать. Да, я, честно говоря, не знаю итоги, но какие-то направления, которые не доработали вопросы, конечно, были. Да. А чого ж так не допрацювали? 10 місяців працювали. Чому так погано було залучено ФБР? Вони ж провели тільки експертизу вибухівки, але... Не, вы знаете, погано такое не существует. Почему? Потому что это была наша инициатива, честно говоря, пригласить агентов ФБР, которые тоже поддержали наши американские тоже коллеги. И вся информация, которую они дали,
конечно, мы использовали эту информацию, да. Вы знаете, если вы сейчас меня спрашиваете, что было ли что-то, чего я не знала, но это такой вариант теоретически всегда существует, да. Нет, Может, как бы не докладывали, не говорили и так далее, и так далее. Но факт остается фактом, что журналисты нашли больше информации, чем нашли следователи не только национальной полиции, но і других, как бы, представителей других правоохранительних систем. Я в іншому контексті хотіла спитати, чому так повільно іде. Мені здається, що це розслідування йде Вы знаете, повільно. еще один комментарий. Меня очень часто обвиняли, что типа я не имею как бы опыт в оперативной работе и так далее, но я уже как бы звільнилась сколько? 5 месяцев, да, по-моему, 6-й месяц идет, да. Если как-то я мешала расследованию, то сейчас уже можно полным ходом расследовать это дело. Но я до сих пор считаю, что это дело чести. Было дело чести мое, до сих пор остается. Потому что Паша был очень хорошим моим знакомым и очень-очень известным человеком. И дело чести почему? Потому что кто-то решился сделать серьезный поступок против государства Украины. В центре столицы. В центре столицы. Среди белого дня. Среди белого дня. В центре столицы. И показательно наказать журналиста, который очень-очень известный человек. Журналист не только в нашей стране, но и в других странах. Он очень известно был в Грузии, тоже, ну, вы знаете, в Белоруссии, в России и так далее, и так далее. Так что я думаю, что это тоже дело чести правоохранительной системы, тех людей, которые остались сейчас работать и работают. Вы знаете, опять говорю, что если журналисты нашли моменты и очень важную информацию, которую не знали следователи правоохранительной системы, это означает, что да, у нас было недоработано что-то, и у правоохранительной системы было недоработано какие-то направления, которые бы показывали вот эту информацию полностью. Останнє запитання, мені вже кажуть, закінчуємо, я вже тут пальцями махаю. Очень скоро прошло. Динамічно, так. Останнє запитання, чи є щось, про що ви жалкуєте, що ви не зробили, будучи в Україні на посаді очільниці Нацполіції? Знаете, о прошлом говорят или ничего, или только хорошее. Это про мертвых. Это тут о мертвых или об ухудших так говорят. Вы знаете, конечно, всегда найдется чего-то, например, чтобы просто жалеть о каких-то моментах, которые было бы, вот, мы думаем, что можно было лучше сделать или можно было... Я думаю, что единственное то, что я не собрала гораздо больше людей, как бы, как членов моей команды, да, и еще, наверное, что... Еще, наверное, то, что надо было бы быть иногда более принципиальным. В моменты, например, надо было уволить там начальника Дніпропетровської області, который потом натворил. Треба було піти звільнити, а нікого не слухати. Надо было его звільнити, да. Хатя Декануїдзе, очільниця Нацполіції 2015-2016 років, була у нас в студії. Дякую, Хаті, за інтерв'ю. Дякую. Ми виходимо з ефіру, повертаємося у понеділок разом з Османом Пашаєвим. Завтра Андрій Куліков, Ілона Довгань готують ефір для вас. Дочекайтеся.